дорогие читатели библиотеки Smart! Сегодня мы начинаем наш первый видеоурок о музыке, о ее правилах, о нотной грамоте, о структуре музыки. Здесь вы научитесь не только правильно читать ноты, но и воспроизводить их, играть даже сложные мелодии. Нотная грамота станет для вас понятной, и вы сможете играть простые, а возможно даже сложные произведения. И вполне вероятно, что вы научитесь даже писать музыку самостоятельно. Ну что ж, начнем. Музыка – это синтез эмоционального и рационального. Как и любая другая наука, она имеет базовые понятия, с которыми должен быть знаком каждый музыкант. Если вы только начинаете постигать удивительный мир звуков и мелодий, то этот блок именно для вас. Итак, из чего же сделана наша нотная запись? Давайте рассмотрим. Нотная запись состоит из нотного стана, нот, длительностей, знаков альтерации, тональности, размера. На этих уроках мы с вами подробно рассмотрим каждый из данных пунктов, чтобы начать разбираться в нотной грамоте. Сегодня же мы начнем с самого первого нашего пункта, это с нотного стана. Нотный стан представляет собой основной элемент музыкального языка. Он содержит 5 линий и 4 промежутка между ними. Стоит учитывать, что каждому из этих промежутков и линеек соответствует конкретная клавиша на фортепиано или другого музыкального инструмента. Если рассматривать запись нот для фортепиано, то обычно она состоит из 2 нотоносцев. Он носит название большого нотного стана. Верхний нотоносец служит для записи музыки, играемой правой рукой. Нижний нотоносец отображает музыкальную запись для левой руки. Обычно они объединяются специальной фигурной скобкой. Нотный стан имеет несколько основных составляющих, а именно ключи, размер, такты и тактовые черты. Итак, ключи. Ключ представляет собой музыкальный знак, стоящий в начале нотного стана, и тем самым открывает запись. Существует несколько разновидностей. Наиболее распространенными являются скрипичный и басовый, поэтому их необходимо рассмотреть более подробно. Скрипичный ключ обычно стоит в начале верхнего нотоносца. Центральная часть знака обвивается вокруг второй линии, поэтому его принято называть ключом соль. Басовый ключ представляет собой музыкальный знак, открывающий нижний нотоносец. Начальная точка символа охватывает 4-ю линейку, на которой располагается нота фа, поэтому данный ключ имеет название ключ фа. Итак, за сегодняшний урок мы прошли понятие музыка, нотный стан и музыкальные ключи. Я надеюсь, этот урок был полезен для вас. В следующем уроке мы узнаем, что же такое длительности нот. Также разберем мы сами наши 7 нот. Желаю вам всего доброго и до новых встреч!